Так как очень большой уровень воды, очень большое давление, ну, то есть мощь, и очень много образовывается пузырьков, то есть пены. Водомет не работает в пенной воде. Если было бы мало воды, там бы все камни торчали бы, да, лодка все равно бы проехала, переползла бы через камни. А когда много пены, нету упора, и, ну, соответственно, лодка не едет. Хотя, казалось бы, воды больше, и камни под водой. Ну, такая вот ситуация, что сейчас нужна маленькая вода, а в данный момент ее очень много. Я поднимался выше в первый раз, выше этого места на километр. Там очень тесно, но нету вот этой пенной воды. И там есть одно место, оно похожее на это, но оно с поворотом 90 градусов, где я повис на лодке. Мы попытаемся эти кадры вставить потом в видео. Каньон сужается, ширина местами по 2 метра между скалами. Поднимались через порог, довольно-таки большой перепад высоты, 2 метра, наверное. И заскочил на камни, застрял. Сейчас будем ее, наверное, уже обратно спускать. Вверх не поедем, потому что неизвестно, что там творится дальше. Вот такие вот места здесь. Вот. Если я бы разгрузился, я бы там прошел. Ну, там была ступенька, но не было мощи воды, как сейчас. А сейчас мощь воды, можно сказать, непреодолимая. Если было бы еще больше воды, весенний уровень, то эти камни были бы под водой, можно было бы спокойно пройти. Хоть и течение было бы больше. То есть нужна здесь либо очень маленькая вода, либо очень высокая вода. А сейчас средняя вода — это самый коварный момент будет. Как вы уже поняли, обсуждение, идти дальше или нет, было достаточно длительным. Стали ли мы рисковать? Нет. И вот почему. Если присмотреться к порогу, то можно отметить пару моментов. Достаточно длинный пенный след. Как уже сказал Андрей, в этом месте водомет потеряет свою эффективность и будет значительная потеря в скорости и мощности. Но это не ключевая причина отказа от преодоления порога. Главной причиной стал вот этот валун, который создавал некий зигзаг в пороге. Развитие событий с большой вероятностью могло быть следующим. Лодка с разгона заходит в порог, в пенном участке теряет скорость, инерции и мощности не хватает для преодоления и течением лодку скидывает на валун. В случае, если ее ставит боком, то незамедлительно мощный поток либо переворачивает лодку, либо прижимает к камню. А это, учитывая отсутствие пологой береговой линии, большой и неоправданный риск. Потеря времени и сил. В итоге вся команда пришла к решению не штурмовать порог, а просто насладиться окружающей красотой. И тут действительно было на что посмотреть.
При съемках, особенно сверху, немного теряется масштаб. Огромные валуны размером с грузовик кажутся небольшими камнями, а бурный поток превращается в ручей. Поэтому предлагаю взглянуть на это от первого лица. Ну а далее мы не спеша начали наш обратный путь. У нас еще было время в запасе, и особо интересные и живописные места мы не оставляли без нашего внимания. Спуск по горной реке – это отдельный вид искусства. Местами лодка идет с плавом, а от вас требуется лишь подруливать мотором, а иногда требуется давать полный газ, чтобы проскочить пороги или уверенно пройти резкий поворот. Кстати, в руках у меня не удочка, а длинный монопод для камеры 360. В этой поездке я ее использовал впервые, и думаю, интересно будет посмотреть, что же получилось на нее отснять.
Надо отметить, что кадры с этой камеры получаются интересными, и несомненный плюс в том, что при монтаже можно выбрать любое направление и угол обзора, в том числе достаточно необычные ракурсы. Есть некоторые нюансы, над которыми нужно поработать, но в общем и целом я доволен результатом. Тем временем мы остановились на небольшой перекус, и только сейчас, после поездки, работая над передачей, я понимаю, что большая часть времени отдается видовым кадрам. Причина заключается в том, что описать простыми словами все окружающее просто невозможно. Есть возможность и большое желание вам это все просто показать, без лишних слов.
заката было еще время, и мы не торопились возвращаться в лагерь. Мы находили интересные пороги или локации и останавливались для съемок. Это вот от прыжка. Сейчас вот от прыжка своим весом сломал ящик, который очень прочный. Вот такие вот кочки вот здесь. Друзья, вода, как это водится в таких местах, кристально чистая. Вот. Мы сейчас решили еще параллельно испытать на себе, возможно ли пить чай или кофе, ну или воду в нашем случае, сидя в лодке, которая двигается по порогам. Давайте посмотрим.
Ну что, мы прибыли на место лагеря. Это был просто незабываемый выезд. Конечно, хотелось бы пройти дальше, но даже то, что мы увидели, дошли до стража. Просто, я думаю, все со мной согласятся, все приехали и просто под огромным впечатлением. Ну, спасибо огромное Андрею. На спутниковых снимках, космоснимках, нахожу я такие места, рассматриваю, сравниваю с топографическими картами, прикидываю, какой там уровень сложности, и едем проверять, смотреть, так ли это. Ну вот, уже неоднократно это подтверждалось, и в этот раз не исключение. Вот. Единственное, что я сюда приезжаю уже третий раз, и третий раз мы этот каньон не проходим до конца. Потому что в связи с тем, что уровень воды разный бывает, очень сложно подобрать уровень воды для прохождения этого каньона. В этот раз опять не получилось, не стали рисковать. Значит, приедем сюда четвертый раз. Испытано на себе. Начало следующего дня было просто великолепным. Светило солнце, дул небольшой ветер. План на день был следующим: собрать лагерь и добраться до горного озера Джампа-Кёль. Мы начали свой путь обратно. Сегодня погода, ну в целом так и было, что в четверг будет дождь кратковременный, но это было на теплый ключ. А как видите, здесь это мокрый снег с дождем. В целом настроение отличное. Сегодня у нас по планам дойти до озера, там придется подняться в гору, где-то около 500 метров, если я не ошибаюсь. И наконец-то сегодня у нас будет банька. В лучших традициях гор погода ко времени нашего отхода изменилась. Пошел мокрый снег. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды. И мы, прогрев моторы, выдвинулись в путь. Сегодня 7 сентября, первый снег. Если я до этого думал, что такой дождь со снегом, то сейчас уже 100% снег. 100%. Все затянуло.
Пошел густой снег, снижая видимость и усложняя наш путь до озера. Добрались ли мы туда за один день и удалось ли принять долгожданную баньку, вы узнаете в следующем выпуске передачи «Испытано на себе». Испытано на себе.